молитвами и вопиющих Ему. Аллилуйя. Раннее утро. У собора Казанской иконы Божьей Матери сотни человек. И многие из них сегодня пришли сюда не только на открытие, а своими глазами увидеть храм, который они строили общими усилиями. В его воссоздании участвовали тысячи человек. Светлана Персова все 5 лет строительства храма работала над решением вопросов архитектуры и живописи храма безвозмездно. Про каждую роспись она может рассказать свою историю поиска оригинальных эскизов и воссоздания. Живописное убранство также было воссоздано в соответствии с тем, каким оно было в историческом соборе. В создании вот этой живописи принимало участие очень много художников, и подключали здесь искусствоведы. Помогали воссоздать собор благотворители со всей страны. Марат Нагуманов родом из Башкортостана. Делал пожертвования еще на строительство Свияжска и Булгар. Говорит, и в случае с собором Казанской иконы Божьей Матери не мог остаться в стороне. По его словам, главная цель – с помощью таких культурных, духовных и исторически ценных объектов сделать мир лучше. Чем больше храма, допустим, да, если брать собор Казанской иконы Божьей Матери, если смотрим, это же красота. Люди меняются через красоту. Люди меняются через красоту. У нас должно быть больше красивых мест. Вот я больше хочу, чтобы глобальный мир добрее и теплее. Одна из главных деталей пещерного храма – полотняная икона «Покров Пресвятой Богородицы». Ее создавали в золотошвейной мастерской Донского монастыря. Над ней больше года работали 18 вышивальщиц. В итоге получилась полотняная икона почти 2 метра в высоту и 1,5 в ширину. Идея, которая изначально была заложена Щусевым и великой княгиней Елизаветой Федоровной в начале 20 века и не осуществилась. Вот сейчас она все-таки осуществилась и воплотилась. Они вместе уже больше полувека, но все так же любят вместе пошутить, поболтать и просто посидеть на лавочке у дома. Это Анатолий и Алевтина Пищук. Они тоже внесли свой вклад в воссоздание собора. Пенсионеры живут в обычной хрущевке, оба инвалиды. Но с каждой пенсии делают пожертвования. И у них есть мечта – обвенчаться в воссозданном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Такие храмы строятся всем миром. Все жертвуют. Ну и мы решили пожертвовать. Если была бы больше возможностей, мы бы больше помогли. Ну вот нам сердце подсказало, что это нужно сделать. И мы сделали свое дело. Ведь каждый должен оставить хоть какую-то маленькую частицу себя на этой земле. Салават Мухаммадуллин, Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.